Или, не знаю, осетино-ингушская война? Осетино-ингушская война — это просто война, которая дает возможность, для которой есть возможность развязать конфликт между двумя народами. Этот конфликт был заложен очень давно, и заложен тоже из центра. Каким образом из центра заложен этот конфликт? Товарищ Сталин был большой мастер закладывать межнациональные конфликты. Достаточно вспомнить, как делилась в национальном плане Средняя Азия. Такая чересполосица, что без войны... Между Осетией и Ингушетией что там делилось? А пригородный район? Вы что, в первый раз, что ли, об этом слышите? Не в первый раз. Вы что, не знаете, что в 1992 году осетины при поддержке российского ОМОНа перешли в наступление на мирных ингушей, и по трупам женщин и детей изгнали огромное количество ингушей? Так сначала ингуши пришли к Владикавказу, разве нет? Минуточку. Ингуши там всегда жили. Во-первых, их выселял Сталин. Во-вторых, в начале войны осетино-ингушской ингушская армия подошла к Владикавказу. Какая ингушская армия? Ингушские солдаты вооруженные, нет? Ингушские солдаты, о чем вы говорите? Вы что, шутите? А кто воевал? Какие? Кто с ингушской стороны воевал? Там никто не воевал, там были женщины, дети и мужчины, защищавшие семьи с двустволками в руках. А со стороны осетин кто был? Естественно, бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами, ДШК. А откуда у осетин бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами? А им Красная бывшая армия дала. А ингушам не дала? А ингушам не дала. А почему? А потому что осетины — это, так сказать, выбор Москвы.